В эфире «Актуальное интервью». Все больше граждан и жителей Якутии становятся участниками благотворительных акций, социально значимых проектов и общественных инициатив. И впервые с этого года, 2 апреля, учрежден День гражданского активиста. На эту тему мы поговорим сегодня с Иваном Петровичем Луцкан, министром по делам молодежи и семейной политики республики. Иван Петрович, хотелось бы в начале программы поздравить вас с назначением на новую должность. И первый вопрос: как вы восприняли предложение Егора Афанасьевича Борисова? Честно говоря, когда мне позвонили и пригласили к главе республики, и стоя перед кабинетами, руки даже дрожали, волновался очень сильно, потому что я не знал, по какому вопросу вызывает Егор Афанасьевич. Но когда зашел в кабинет, мы с ним переговорили, он предложил эту должность, и я воспринял это с большим чувством доверия, которое было мне оказано. И я надеюсь его оправдать, потому что есть сложная команда, которую мы постараемся претворить все идеи в жизнь. И надеюсь, что вместе с молодежью республики, с общественными организациями у нас все это получится. А будете ли вы продолжать курировать деятельность гражданских активистов на этой должности? Вообще, в целом, деятельность гражданских активистов, она пронизывает деятельность всех органов исполнительной власти, потому что активисты, они есть в любой сфере, будь то медицина, будь то образование, будь то физическая культура и спорт, а Министерство по делам молодежи и семейной политики, оно является основным органом власти, который курирует и учрежденный в этом году президентом России год добровольца и волонтера. Поэтому, конечно, безусловно, эта работа будет также продолжена и в Министерстве по делам молодежи и семейной политики. Если ознакомиться со списком дел, которые вам необходимо делать на новой должности, там довольно-таки огромный перечень, и легче, наверное, сказать того, чего там нету в этом перечне. Как вы планируете справляться с этой должностью, если у вас уже какие-то намеченные планы и задачи на это? Ну, в первую очередь, конечно же, это надо опираться на свою команду. Команда тех единомышленников, которые готовы реализовывать те идеи и претворять их в жизнь, которые вы озвучили. Команда в Министерстве по делам молодежи и семейной политики сложившаяся, они люди творческие, инициативные, они берутся с интересом за любое дело. Я с ними работал и по линии Министерства по развитию институтов гражданского общества, и будучи общественников, поэтому еще раз убеждаюсь в том, что они справятся со своей задачей. Другой вопрос, что вот опять же я повторюсь, что деятельность, вот, которую вы озвучили, вот, те направления широкие, они же затрагивают деятельность всего правительства республики. Поэтому вот такой сплоченной командой пытаемся реализовывать те задачи, которые ставит глава республики. Возвращаясь к Дню активиста и в первую очередь затрагивая вопрос гражданского общества, понятно, что гражданское общество включает в себя очень много аспектов. Это и правовое государство, и свобода слова, и свобода предпринимательства. Как вы считаете, насколько хорошо у нас развито гражданское общество в республике и, в частности, по отдельным его аспектам? Знаете, Якутию всегда считают одной из передовых республик в целом среди субъектов Российской Федерации по развитию институтов гражданского общества. Ну, давайте акцентируем только внимание на количестве некоммерческих организаций, которые зарегистрированы у нас в республике. Это более 2100. Количество говорит само за себя. На тот процент жителей, который в республике проживает, он намного выше, чем в других субъектах Дальневосточного федерального округа. Далее, тот процент, который мы берем по грантам президента Российской Федерации. Мы занимаем 3-е место. В этом году мы хотим приблизиться ко 2-му месту по количеству поданных заявок и по количеству полученных и одобренных заявок. Это тоже говорит о том, что у нас в этом плане ведется планомерная работа. Ну и взять самих граждан, вы же сами видите, и по форумам, и по социальным сетям, и в целом по деятельности активистов, что они ведут очень активную, интересную работу. Даже если взять пример нашего Добрыню Антона Васильева, который многие горожане знают, который убирает город, он же это делает бескорыстно, от чистого сердца, для того, чтобы горожанам здесь жилось чисто и уютно. То есть это вот такой классический пример гражданского активиста. Есть и в других сферах, о которых я уже озвучил. Есть люди, которые помогают пожилым людям на дому, и это надо поддерживать, об этом надо говорить, это надо прививать. И вот в этом и задача органов исполнительной власти содействовать реализации гражданских активностей у нашего населения. А вот вы сказали, что планируется увеличение числа некоммерческих организаций, а уже есть какие-то пути решения по их увеличению? Нам же главное не только количество, но и в первую очередь качество тех заявок и тех некоммерческих организаций, которые
участвуют в этом процессе. Вот сейчас мы ориентированы еще и на качественный показатель, чтобы организации создавались не как однодневки, а чтобы они продолжали свою деятельность на продолжительный период времени. Тем более, что у нас сейчас есть и направление социальных услуг, у нас есть некоммерческие организации, которые регистрируются в реестре поставщиков социальных услуг. Это немаловажное направление. Им государство выделяет средства на то, чтобы они реализовывали по тем направлениям, которые имеются, свои задачи, и это для них очень хорошо, потому что они и реализуют те цели и замыслы, и за это еще получают финансовые средства. И они подходят очень ответственно к этому, потому что люди желают этим заниматься, они горят этой работой. Поэтому это очень важный вопрос. И что касается качества, да, о чем я говорил, есть некоммерческие организации, которые своей целью и задачей ставят как раз помогать некоммерческому сектору. Это называется ресурсные центры. Вот эти ресурсные центры и сеть, которая у нас здесь создана, они реализуют помощь некоммерческому сектору и в заполнении отчетов и документации, чтобы показывать всю финансовую отчетность. Ведь это тоже немаловажный вопрос. Далее это помощь в заполнении тех же самых заявок на гранты. Это помощь в регистрации НКО и так далее, и так далее. То есть вот эти все условия созданы в республике. И сейчас главное нарастить эти объемы и, возможно, какие-то интересные новые направления развивать. А какие можно организации привести в пример, вот, которые выполняют весь этот вот перечень? Ну, вот если взять ресурсные центры, у нас есть ресурсный центр АКФА. Он конкретно как ресурсный центр направлен на помощь в финансовых услугах некоммерческой организации. Потому что общественники – это люди, которые занимаются своей активной деятельностью, да, общественно полезной, и порой забывают о немаловажных вещах, как финансовая отчетность, сдача отчетов в управлении Министерства юстиции. Кстати, до 15 апреля всем некоммерческим организациям надо его сдать, отчетность по банку и так далее, и так далее. Вот они помогают полностью некоммерческой организации это все осуществлять. Чем содержать бухгалтера, можно обратиться в ресурсный центр, он поможет, и там буквально небольшая сумма за эту помощь будет оказана. За счет этого общественники сами себе смогут помогать, эти нюансы решать, которые есть. Есть ресурсный центр «Семья для ребенка», у него направление больше социальное, и они помогают по данному направлению. Есть центр ресурсные женщины-автолюбители. Есть центр для коренных малочисленных народов Севера, ДЕЛИТ называется. Вот по таким блокам, если взять ресурсные центры, то они прекрасно отрабатывают, и я говорю, мы результат видим. Если в прошлом году в первой подаче на фонд президентских грантов за счет федеральных средств было всего 10 победителей, то во второй раз мы уже более 24. То есть цифра-то в разы выросла. То есть вот показатель конкретный. Иван Петрович, несмотря на то, что учрежден именно День гражданского активиста, для многих будет не совсем ясно, кто является активистом. Точнее, это очень такое широкое понятие, его можно посадить в абсолютно любые рамки. Вы могли бы дать свою оценку понятия, кто такой гражданский активист? Ну, возможно, я его выражу одним предложением. Это человек, вот опять же, гражданский активист, да? Человек с активной гражданской позицией. То есть человек неравнодушный, человек творческий, но вот что хочу обратить внимание – действующий в правовом поле. Вот если так и будет, то у нас будет все в этом плане развиваться очень поступательно. Минобщество же занимается правовым просвещением населения. Вот буквально недавно состоялся День правовых знаний в республике, где и студентам, и людям старшего поколения проводились интересные лекции, игры, как раз направленные на получение правовых знаний. Плюс к этому глава республики поставил задачу провести правовой всеобуч сельского населения. И 400 лекторов было обучено для того, чтобы обучать сельское население финансовой грамотности, правовой грамотности. Потому что иногда из-за вот этого мы сталкиваемся с очень неприятными вещами в жизни. И вот это такая классическая практическая помощь. Бесплатная юридическая помощь, закон, который в республике есть, и Минобщество является координатором оказания бесплатной юридической помощи. Это же тоже один из примеров как раз воспитания гражданских активистов, чтобы они в дальнейшем могли в правовом поле отстаивать свою точку зрения. А кроме проведения обучения и информирования активистов, Минобщество еще как-то помогает им? Предусмотрены ли какие-либо программы по поводу этого? Да, безусловно. Это вот опять же поддержка грантовая тех некоммерческих организаций, которая в этом направлении работает. И вот планируется где-то, может быть, в апреле-мае объявить конкурс на данный вид оказания услуг. Далее это непосредственно само обучение тех активистов, которые желают участвовать в этой работе.
работе. У нас люди действительно ведь неравнодушные проживают в Республике Саха-Якутия. Они готовы, интересуются этим видом работы. У нас есть юридическая клиника Северо-Восточного федерального университета, где студенты на практике отрабатывают как раз вопросы оказания бесплатной юридической помощи. Это тоже один из примеров, кстати, гражданской активной позиции. Ведь они это делают абсолютно безвозмездно и для любых слоев населения. То есть вот это вот так вот, если вкратце, в примере, то, что касается бесплатной юридической помощи. А в честь этого дня какие будут проходить мероприятия вот в честь празднования Дня активиста, и что как в городе, так и в районах республики, тоже интересно? Ну, в первую очередь мы, конечно же, запросили у самих районов, как они видят проведение этого праздника, потому что наша же цель и задача этого праздника проста: привлечь внимание к деятельности гражданского активиста, чтобы наши горожане, жители республики видели работу гражданских активистов, и чтобы как можно больше людей привлекалось к этой гражданской активной позиции. Поэтому муниципалитеты, они придумали разные идеи, начиная от выставки там, в библиотеках, начиная там, классных часов в школе, заканчивая встречами гражданских активистов с представителями власти, где они могут в свободном режиме высказывать свои какие-то предложения, идеи, замечания. Вот в таком открытом диалоге это всегда рождается истина. У нас в городе Якутске мы планируем на площади Ленина провести ярмарку интересных проектов некоммерческих организаций, где могут любой желающий подойти, посмотреть, познакомиться с деятельностью некоммерческого сектора республики. Понятно, что пройдет такая официальная часть, как Совет по делам некоммерческой организации при главе Республики Саха-Якутия, где мы будем чествовать гражданских активистов, поддерживать их и государственными наградами, и будут проведены встречи с руководителями министерств и ведомств. То есть, опять же, в открытом диалоге всегда возможно найти какую-то проблему, точнее, найти решение какой-либо проблемы, которую ставит перед нами гражданских активистов. То есть, вот, если так, то вкратце, наверное, все. А есть какие-нибудь планы по количеству участников, которые вот именно в Якутске, к примеру, соберутся? Мы приглашаем всех желающих. Некоммерческий сектор, я уже сказал, у нас он достаточно обширный. Если в республике 2163 некоммерческие организации, то, конечно, мы ждем всех, кто может, кто хочет принять участие, кто хочет рассказать о своих идеях, о своих проектах на площади Ленина. Можно обращаться в Министерство по развитию институтов гражданского общества. У нас есть соответствующее управление по развитию общественных инициатив. И на сайте minobщество.saha.gov.ru можно найти всю эту информацию. Иван Петрович, огромное спасибо за интересную беседу. А я напомню, что у нас сегодня в гостях был Иван Петрович Луцкан, министр по делам молодежи и семейной политики республики. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на Якутия 24.